Дорожно-транспортное происшествие произошло в 7:43 на пересечении улиц Ардзинба и Леона. Легковой автомобиль, двигавшийся по улице Леона, врезался в маршрутное такси, которое ехало по центральной трассе. Никто из пассажиров, к счастью, не пострадал. Главной причиной произошедшего стало отсутствие светофора на данном перекрестке. Точнее, светофор есть, но он вот уже 6-й день как не работает. 30 августа в результате ДТП на этом же перекрестке был совершен наезд на светофор и выведена из строя вся система. За это время здесь, на центральной трассе, произошло уже 5 дорожно-транспортных происшествий. То есть аварии на этом месте происходят практически каждый день. Пока ведется капитальный ремонт светофора, сотрудники ГАИ регулируют движение в дневное время суток. В момент, когда стоят инспектора, регулируют перекресток, ДТП не происходит. Сегодняшнее ДТП утром, что было связано с маршруткой, значит, пока людей там не было, инспекторов, пока производился развод, это было где-то примерно 7:30 мы собираем инспекторов, производим развод, 8 часов они все на местах стоят с 8 утра, и люди регулярно стоят там, работают. Но не только неработающий светофор виновен в частых авариях на этом сложном перекрестке. Незнание и несоблюдение элементарных правил дорожного движения – одна из главных причин ДТП, причем везде и всегда. Ведь со стороны улицы Леона висит знак «Уступи дорогу», и он, в отличие от светофора, выполняет свои функции постоянно, независимо от времени суток, погодных условий и настроения водителей. А водители, между тем, возмущаются. На дорогах пробки, особенно по утрам, когда каждый спешит, а машин много. И к этому тоже, по всей видимости, придется привыкать. Ведь с каждым годом автотранспорта на наших дорогах становится все больше. И далеко не каждый перекресток оборудован светофором, даже в столице. Уже неделю светофор не работает. Очень большие неудобства создают водителям. И авария была здесь. Очень трудное положение для водителей. Ситуацию усугубляет еще и то, что перекресток, который стал проблемным, находится в непосредственной близости от школы. Здесь всегда много детей, а движение автотранспорта интенсивное, особенно в часы пик. Ситуация вызывает справедливое возмущение людей, которые они выражают в различных публикациях в социальных сетях. Главный вопрос – почему за 6 дней так и не починили светофор на одной из главных улиц столицы? За ответом мы обратились в администрацию города, где нам сообщили, что средств на капитальный ремонт светофора у администрации нет, а ответственность за причиненный ущерб должен нести сам автовладелец. По словам заместителя главы города Леона Кварча, руководству администрации пришлось постараться, чтобы найти необходимую сумму на ремонт светофора. На это ушло несколько дней. Так или иначе, ремонтные работы светофора на пересечении улиц Ардзинба и Леона подходят к концу. И к вечеру среды светофор начнет функционировать в обычном режиме. Кроме того, светофор уже несколько месяцев не работает еще на одном оживленном участке столицы, на пересечении улицы Имама Шамиля и проспекта Аяйра. И здесь тоже в ближайшее время начнутся ремонтные работы. На Алакове Саида Гухава, Абхазское телевидение.